Здравствуйте. Тема урока – выдача свидетельства о праве на наследство. Согласно теме рассмотрим следующие вопросы. Правовое значение наследования, принятие наследства, очередность наследования и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. Целью нашего урока является раскрыть правовые способы принятия наследства и процедуру выдачи свидетельства о праве на наследство. Задачи – рассмотреть юридическое значение наследования и способы принятия наследства, показать очередность наследования согласно законодательству Республики Казахстан, также ознакомить с порядками и условиями выдачи свидетельства о праве на наследство. Следует отметить, что в январе 2019 года первый президент страны Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства. Также произошли изменения в области права наследования. Институт наследства – самая сложная категория нотариальных услуг, требующая квалифицированных знаний и опыта. Что такое наследование? Согласно статье 1038 Гражданского кодекса, наследование – это переход имущества умершего гражданина к другому лицу, наследнику или наследникам. Согласно статье 1039, наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует, либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных настоящим законодательством. Кто такие наследники? Согласно гражданскому законодательству, наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Наследниками по завещанию могут быть юридические лица, созданные до открытия наследства и существующие ко времени открытия наследства, а также государство. Под принятием наследства следует понимать как юридический факт в виде односторонней сделки, как произвольный способ возникновения права собственности, иных прав и обязанностей. Для принятия наследства наследнику нужно подать нотариусу заявление по месту открытия, то есть под местом открытия понимается место жительства умершего. Это или заявление о принятии наследства, или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Вступить в наследство по закону следует в течение 6 месяцев с момента его открытия. Бывает, что наследники упускают срок принятия. В этом случае суд может восстановить его, если причина пропуска уважительная. При этом за наследством нужно обратиться в течение 6 месяцев с момента, когда эти причины отпали. Спустя 6 месяцев нотариус выдает наследнику свидетельство о праве на наследство. Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Им может быть и гражданин Республики Казахстан, иностранец и государство в целом. Независимо от того, есть завещание или нет, есть наследники, имеющие право на обязательную долю. Речь идет о несовершеннолетних или нетрудоспособных детях наследодателя, а также его нетрудоспособных супруга и родителей. Они наследуют часть имущества по закону. Существует следующая очередность наследования. Первая очередь – это дети наследодателя, в том числе родившиеся живыми после его смерти, супруг и родители. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Вторая очередь – это полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Третья – родные дяди и тети наследодателя. Четвертое – родственники третьей степени родства, прадедушки и прабабушки наследодателя. Всего Гражданским кодексом установлено 8 очередей наследования, в зависимости от степени родства. Наследники одной очереди наследуют имущество в равных долях. Согласно статье 1060, каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование, если отсутствуют наследники предыдущей очереди. Выдача свидетельства о праве на наследство указано в главе 9 Закона о нотариате. Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законом
принимает заявление об отказе наследника от наследства или выдаче свидетельства о праве на него в письменной форме. По письменному заявлению наследников нотариус по месту открытия наследства выдает свидетельство о праве на наследство. Выдача свидетельства о праве на наследство производится в сроки, предусмотренные Гражданским кодексом. Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие отношения, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и местонахождение имущества. Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав и местонахождение имущества. Нотариус также выясняет на обязательную долю в наследстве. Ситуация. Гражданка Жапарова оставила завещание одной из своих двух дочерей. После ее смерти старшая дочь начала претендовать на квартиру. Младшая дочь не против поровну поделить квартиру. Дайте правовую оценку данной ситуации. Если Жапарова перед смертью составила завещание, оставив квартиру только одному ребенку, то дочь, которая будет принимать наследство по завещанию, будет считаться единственным наследником на получение этой квартиры, если вторая дочь не является инвалидом. Если сестры могут между собой договориться, то одна из сестра может принять это наследство по завещанию, потом имущество разделить пополам. Либо сестра может отказаться от принятия наследства по завещанию и заявить о желании принять наследство по закону, когда они вдвоем могут принять это наследство по закону в равных долях и получить свидетельство о праве на наследство. Таким образом, при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав и местонахождение имущества. Также нотариус выясняет круг лиц, имеющих на обязательную долю. Согласно статье 1069, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, также нетрудоспособные супруги и родители, наследуют независимо от содержания завещания не меньше половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Согласно ситуации, если старшая дочь является нетрудоспособной, то она имеет право, независимо от содержания завещания, не меньше полдоли. Вариант второй. Сестры могут договориться между собой поделить квартиру поровну после того, как младшая дочь примет квартиру по завещанию. Третий вариант. Сестра может отказаться от принятия наследства по завещанию. Двое сестер могут принять наследство по закону в равных долях и получить свидетельство о праве на наследство. При подготовке к данной теме следует изучить Конституцию Республики Казахстан как основной закон государства, нормы Гражданского кодекса, закон о нотариате, также сборник нормативных актов «Нотариальная деятельность Республики Казахстан». Также необходимо изучить главу 9 закона о нотариате, выдаче свидетельства о праве на наследство. Также следует дать определение следующим терминам. Что такое наследование, кто такие наследники, что понимается под принятием наследства, что понимается под местом открытия наследства, время открытия, наследование по закону, наследование по завещанию, наследование по представлению, легат. Спасибо за внимание.